Миссия Трампа избавиться от Зеленского. В сеть слили план по отправке западных войск в Украину. Кремль потирает руки, а в Германии одним из самых популярных языков стал русский. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Иностранные войска в Украине на защите ключевых объектов, западная авиация в небе и сдерживание России. ЕС готовит план по сдерживанию Москвы после заключения мирного соглашения. Ключевые пункты. Белый дом упрекает Зеленского в нежелании вести переговоры с РФ. Страны ЕС и союзники США призывают Трампа опомниться. Хватит ли Киеву сил для борьбы? В США считают яйца, которые теперь на вес золота, а в Германии подсчитали, кто и на каком языке говорит. Русский вошел в тройку лидеров. Детали. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия сбросила управляемую авиабомбу на город, который считает своим. Речь об украинском Херсоне. Мишенью российских оккупантов стал 10-этажный жилой дом. РФ нанесла удар в то время, когда мирные жители находились дома. Разрушено 15 квартир с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Діти були, тут дівчинка була отут, де, оце де. В детской, а мальчик пішов в туалет. Оце їх спасло. Через стенку была мама спала. Пострадало минимум 6 человек, двое из которых дети, они под наблюдением медиков. В областной военной администрации заявили, что до сих пор проводят поисково-спасательные работы. К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники. Это спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти. Под завалами еще могут быть люди. Сейчас продолжается разбор завалов и поиск пострадавших. Избавиться от Зеленского – миссия команды Трампа. Об этом пишет издание The Economist. Против Украины открыт новый фронт. Удар наносится с того направления, с которого никто не ожидал – с запада. Действия нового президента США шокировали украинцев и военно-политическое руководство страны, уточняют авторы издания. Трамп же продолжает нападать на Зеленского. Он вновь повторил свои слова о том, что украинский президент – комик и диктатор, которому необходимо поторопиться, чтобы не потерять страну. Кроме того, в Белом доме считают, что Зеленский сорвал сделку по полезным ископаемым, не подписал документ, который привозил в Киев министр финансов США Бессент. Я люблю Украину, но Зеленский провел ужасную работу. Его страна разрушена, и миллионы людей погибли напрасно. Невозможно закончить войну, если не говорить с обеими сторонами. Нужно вести переговоры. Они не разговаривали уже 3 года. Поэтому мы надеемся вскоре увидеть прекращение огня и восстановление стабильности в Европе и на Ближнем Востоке. Зеленский накануне никак не реагировал на такие жесткие упреки, лишь говорил, что если кто-то его хочет убрать здесь и сейчас, то это провальный план. В Кремле явно радуются подобным событиям и конфронтации в отношениях Зеленского и Трампа. Песков вслед за республиканцем заявил, что рейтинг президента Украины падает. Риторика Зеленского и многих представителей киевского режима в целом оставляет желать лучшего. И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношении которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо. Западные медиа также пишут, что сейчас многое зависит от самого Зеленского и его готовности бороться дальше. У него есть все основания сопротивляться жестким требованиям. Его должность и место в истории зависят от этого. Но противостоять американскому лидеру, который привык использовать врагов для самопиара, будет опасно и психологически тяжело. Инсайдеры беспокоятся, что Зеленский все больше замыкается в узком круге приближенных. Именно тогда, когда ему нужна максимально широкая поддержка. Издание «Политика» тем временем открыто заявляет, Америка Трампа стала союзником Путина, и действия республиканца вызывают, мягко сказать, двоякие чувства у партнеров США. В Австралии, которая является союзницей штатов в сфере безопасности, сделали заявление и направили его в овальный кабинет.
Война в Украине должна быть разрешена на условиях Украины, потому что здесь агрессор Россия, и на кону стоит целостность глобального порядка, основанного на правилах. Мы приветствуем попытки положить ей конец, но это не должно происходить на любых условиях, только на условиях Украины. Мы продолжим поддерживать ее в этом. Затем, как Трамп нападает на Зеленского и Украину и пытается все выставить так, будто Киев, а не Москва начал войну, внимательно следят в Берлине. Там дали понять, что Белый дом ошибается, и не Зеленский в данном случае диктатор. Это абсолютный абсурд. Если вы не просто быстро пишете твиты, а видите реальный мир, то вы знаете, кто в Европе, к сожалению, вынужден жить в диктаторских условиях. Люди в России, люди в Беларуси. А народ в Украине со своей администрацией каждый день борется за демократию в Украине. И мы поддерживаем их как европейцы на пути к Европейскому Союзу, чтобы обеспечить наши демократии в Европе вместе. Яйца на вес золота. Пока Трамп борется с Зеленским, США сталкивается с дефицитом куриных яиц. Причина нехватки – вспышка птичьего гриппа, которая преследует американских фермеров еще с января 2022 года. По разным данным, с начала эпидемии по всей стране пришлось уничтожить от 145 до 160 миллионов кур и другой домашней птицы. BBC уточняет, что в конце 2024 года вспышка гриппа обострилась, и лишь за 2 месяца, в ноябре-декабре, пришлось избавляться от примерно 17 миллионов птиц. Конечно же, такая вспышка ударила и по рынку яиц, цены взлетели, а фермеры вынуждены ограничивать закупки, чтобы избежать дефицита и перепродажи. Цена за десяток уже по-настоящему золотых яиц в некоторых фермерских хозяйствах достигает $7. Мне пришлось попросить людей не брать больше 2 десятков, потому что я боюсь, что некоторые приходят, скупают все яйца, а потом перепродают их. Это не совсем честно по отношению к другим покупателям, которые приходят позже и остаются ни с чем. Они могут просто взять яйца. Это как самообслуживание. У меня все устроено так, что люди могут расплатиться наличными и получить сдачу или воспользоваться цифровой оплатой. Беда с яйцами, напомню, в прошлом году была и в России. Дефицит возник также, в основном из-за вспышки птичьего гриппа. Европа разрабатывает план послевоенной безопасности Украины. Ставка на авиацию и сдерживание России. Авторы концепции – Франция и Великобритания. Париж и Лондон хотят, чтобы силы обеспечения безопасности поддерживали мирное соглашение между Киевом и Москвой с помощью авиации и при участии США. Об этом пишет Financial Times. Согласно замыслу, страны должны использовать минимум сухопутных войск. Они будут направлены лишь на защиту ключевых объектов, например, портов и АЭС. Акцент будет сделан на авиацию. Запад доминирует в воздухе и сможет моментально реагировать. The Telegraph пишет, что премьер-министр Британии Кир Стармер совсем скоро даже представит Трампу этот план по размещению в Украине около 30 тысяч военнослужащих из европейских стран. И последний пункт – жесткий сдерживающий фактор. Россия должна понимать, что любое нарушение перемирия приведет к немедленным ответным ударам. В то же время подобный план поддержки Украины был слит в сеть журналистской The Times. Среди пунктов союзники Киева должны также постоянно мониторить границы, включая спутниковую, авиационную и беспилотную разведку. Кроме того, должны иметь возможность сбивать воздушные цели и открыть небо для коммерческих полетов. Тем временем польский министр обороны уверяет, что разговоры о франко-британской миссии, которая будет отправлена в Украину, это лишь спекуляции. Сегодня не существует коалиции стран, которые планируют отправку войск в Украину. Польша точно не отправляет и не будет отправлять войска в Украину. Хочу это четко подчеркнуть. Русский стал одним из самых популярных языков в Германии. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии. При этом немецкий, конечно же, остается главным языком. 77% населения используют его дома. Среди них как коренные немцы, так и люди с миграционным прошлым. 17% говорят на нескольких языках, причем для четверти из них немецкий остается доминирующим. 6% населения Германии вообще не используют немецкий язык дома. Федеральное
Федеральное статистическое ведомство уточняет, что в немецких домах также часто звучит турецкий язык 14%, русский 12% и арабский 9%. Интересно, что четверть тех, кто говорит дома на нескольких языках, считают немецкий родным, но 3/4 предпочитают другой язык. Подписчики из Германии, а на каком языке вы говорите дома и в обществе? Какой язык чаще слышите на улицах немецких городов? Делитесь впечатлениями в комментариях. В Беларуси 20 февраля началось очередное судилище. За так называемое неповиновение администрации колонии вновь судят политзаключенного Эдуарда Бабарика. Это сын бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика. Процесс должен был вести Николай Сергеенко. В июле 2024 года Эдуарда уже судили по аналогичной статье и незаконно добавили к его сроку еще 2 года. С 2020 года Эдуард находится за решеткой только потому, что его отец захотел баллотироваться в президенты Беларуси, а это очень не понравилось Лукашенко. В СИЗО Эдуард ожидал своего приговора рекордные 3 года. Только в июле 2023 года его осудили на 8 лет. Своей вины он не признал. Виктор Бабарика также остается в заключении. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.